Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу «Точка опоры». Приветствую всех наших телезрителей. Хайр Лекич, в студии Светлана Кадырова. Итак, главное событие этого дня, о котором мы сегодня будем в том числе говорить. Пытались подорвать обороноспособность, экономическую безопасность России в интересах Украины. К такому выводу сегодня пришла коллегия из 3 судей Верховного суда Татарстана по делу 3 обвиняемых. Им вменялись 2 диверсионных поджога на железной дороге и вышки сотовой связи в Тукайском районе. Старшему из подсудимых следующие 17 лет предстоит провести в колонии строгого режима. И 2 младших, несовершеннолетних, получили по 5 лет в воспитательной колонии. В последнем слове они каялись, просили о более мягком наказании и обещали приносить пользу обществу. На прошлой неделе МВД Татарстана провело специальный брифинг, где было заявлено о том, что в Татарстане идет рост подростковой преступности по ряду направлений. Вот с чем связан этот рост? Можем ли мы его остановить? Есть ли какие-то объективные, субъективные для этого факторы? Сегодня говорим в нашей программе. С удовольствием представляю наших экспертов. Павел Александрович Фоминых, временно исполняющий обязанности, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Татарстан, полковник полиции. Добрый вечер. Ильдар Газинурович Мухамедзянов, заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Татарстан, подполковник внутренней службы. Хайр Лекич. С нами сегодня Гелюсан Нургаязовна Гатауллина, старший инспектор по особым поручениям Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД Республики Татарстан, майор полиции. Надежда Петровна Кисель, директор Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Рады вас видеть. Добрый вечер. Эрик Альмирович Валеев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Валеев и партнеры», отец 2 детей, то есть в качестве адвоката и отца сегодня с нами присутствует. Приветствую вас. Марат Радисович Галямов, председатель родительского совета Советского района города Казани, представитель родительского комитета лицея номер 187 города Казани. Отец 3 детей, то есть тоже здесь в 2 амплуа сегодня. Но, в принципе, мы все здесь сегодня и мамы, и папы. Будут, наверное, какие-то и личные точки зрения, и профессиональные. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Традиционно начинаем с результатов нашего интернет-опроса. У аудитории ТНВ в группе ВКонтакте мы спросили, вот в чем причина подростковой преступности. Обстановка в семье, так ответили 50% проголосовавших. Влияние улицы, так высказались 34% респондентов. Еще 16 сказали, что виноваты школа. В общем, виноваты все, как тут оказалось. Слова пацана не хватает только, да, еще в каком-то 4-м варианте. Зрителям мы предлагаем ответить на этот же вопрос. Итоги интерактивного голосования подведем в конце программы. А мне бы хотелось, чтобы эксперты вот высказались. Ну, любим мы обвинять, похоже, да? Семью обвинили, школу обвинили, улицу обвинили. А кого надо бы? А, Павел Александрович? А вы бы кого? Понятно. Вопрос на самом деле очень серьезный. Все мы, как говорится, и правоохранительные органы, и каждый из нас, и родитель. Но говорить в целом про преступность, да, она была и будет. К сожалению, все зависит от процента, как говорится, ее. Чем больше мы в совокупности будем работать, все субъекты профилактики, в том числе правоохранительные органы, тем будем снижать этот процент. Но вы бы за что, за какой проголосовали? Если брать, то я однозначно ответ не дам. Тут в совокупности, тут и должны и родители сработать, и школа, и улица тоже. И улица и государство, точнее, да, обеспечивающие улицы. Да, хорошо, что думают еще отцы, Эрик Альмирович? Я считаю также, что несколько причин, конечно, этому способствует. Согласен с мнением телезрителей, которые проголосовали. То есть примерно так же у меня распределяется. Семья, да? Да, то есть часть семьи, часть и улица влияет. Но надо все-таки не забывать, что это несовершеннолетний даже юридический термин только. Это же все-таки дети. Поэтому, наверное, больше нужно заниматься профилактикой с детьми. Ну, конечно же, в школе в основном. В школе и в учебных учреждениях, если это лето, то в лагерях летних и при школьных лагерях приходить, объяснять. Мне кажется, нужно на конкретных примерах объяснять. Хорошо, мы уже ближе вот к середине программы до этого дойдем. Ильдар Газинурович, на ваш взгляд, вы бы какой вариант выбрали? Либо что-то добавили? Я бы выбрал первый вариант все-таки. Семья? Ну, я думаю так, потому что важнейший институт социализации несовершеннолетних, подрастающего поколения. И какое бы общественное или государственное учреждение не было бы идеальным, в любом случае последнее слово всегда остается за семьей. Хорошо, мужчины завершат процесс, потом мы к девочкам перейдем. Да, Марат Радисович. Как представитель, наверное, родительской общественности, я тоже поддержу, что большая часть все-таки ответственности несет семья, отец и мать. Но в то же время мы должны рука об руку работать и со школой, и в целом с государством, и все вместе должны стремиться к тому, чтобы обеспечивать
безопасную, комфортную среду, где детям все меньше и меньше будет приходить в голову совершать какие-то преступления. Очень часто просто, в последнее время всегда, влияние улицы, 90-е влияние улицы, да, то есть это всегда было. То есть при выходе здесь слова пацана это было, о боже, все это опять вот мы популяризируем, модернизируем, масштабируем и так далее, так всегда улица. Мы тут сегодня больше к семье. Вот что мамы в этой ситуации думают, Гельсан Ургаязовна? Уберем вот все звездочки, погоны, вот как мама? Ну, наверное, в первом месте все-таки семья, ну, улица, государство, также и школа. Все это тоже взаимосвязано, то есть в целом совокупности все-таки. Надежда Петровна, а вы возразите, нет? А может, есть как другая бабушка? Так, как мама и бабушка. Коллеги, я бы несколько изменила вопрос, потому что семья – это условие, у нас же причина роста подростковой преступности. Семья – это условие, в которое или может вырасти малолетний правонарушитель, или может не вырасти. Поэтому я считаю причиной нарушения детско-родительских отношений. Не сама семья, как ее стены и все материальное, больше духовное. Поэтому нарушение детско-родительских отношений. По каким причинам это как бы детально надо разбирать. И я добавила бы, что, на мой взгляд, и как педагога с 45-летним стажем, и как руководителя учреждений для трудных детей, отсутствие конструктивной, эффективной занятости детей. Вот здесь можно говорить. И семья, что они с детства вложили. И школа, интерес. Да? Вот тут можно говорить о школе, потому что когда выделяют школу отдельно, хочется поспорить, потому что в 7 лет школа получает некий продукт уже 7-летней работы семьи. Поэтому, ну и, как говорили сегодня все другие социальные институты, да, и досуговые, и спортивные, и культурные. Но, на мой взгляд, 2 главных причины – это нарушение детско-родительских отношений и отсутствие продуктивной занятости детей. Хорошая точка зрения. Думаю, тоже к ней вернемся. В принципе, давайте немножко вот к статистике, чтобы понимать вообще, почему сегодня мы об этом говорим. Да? Значит, пресс-конференция была по теме подростковой преступности. Факты прозвучали тревожные. По итогам 4 месяцев этого года окончено расследование 258 уголовных дел с участием несовершеннолетних, рост примерно 4% к такому же периоду прошлого года. В общем-то, 258 дел, вроде бы цифра не очень пугающая для многомиллионной республики, но при этом мы же понимаем, что это за каждым судьба, и судьба не одного человека, да, в том числе и семьи, и школы, и так далее, и так далее. Вот в чем, какие основные такие, тренды, неправильное слово, основные тревожащие факторы, факты, давайте все-таки, вот, Гельсан Ургаязовна, кстати, когда-то я тоже работала в полиции, тогда как-то участковые уполномоченные были отдельные, ПДН было как-то отдельно, а вот сейчас вы в каком-то едином ведомстве, да? Вот когда произошла эта, вот, уточните, пожалуйста, эта реформа, и с чем была связана? Это посчиталось, что как-то взаимосвязанные структуры просто? Да, структура взаимосвязана, конечно же. Не считаете, что вот настало время там отделиться? Ну так, лично просто сейчас вопрос. Не думаю, потому что работа у нас все равно совместная. Хорошо. Какие тревожащие факты, что есть? У нас на сегодняшний день, значит, в республике большое внимание уделяется предупреждению преступлений с участием несовершеннолетних. По каждому факту мы проводим анализ. И вот анализ показывает, что рост преступности, как мы уже говорили, обусловлен за счет роста многоэпизодных преступлений. Именно вот в части незаконного оборота наркотиков и в части угонов. И в подавляющем большинстве участники этих деяний проживают во внешне благополучных семьях и обучаются в образовательных организациях. И при этом стиль их поведения ничем не отличается от других. И вот мониторинг участия несовершеннолетних в преступлениях рассматриваемой категории свидетельствует о том, что подростки зачастую используются в качестве курьеров, то есть осуществляют закладки наркотических средств. Ну, конечно же, причиной совершения обозначенной преступности – это желание несовершеннолетних заработать побольше денег. Заработок, скажем так. Но при этом тоже это внешне благополучные семьи, мы там говорим, в школах учатся, ничего не... Ну, что-то же должно было где-то затревожить. С наркотиками один из основных показателей роста. Вот с закладчиками, да, это интернет-история, я правильно понимаю? В чем, давайте даже родителям просто расскажем, а как? Ну, действительно, как бы
подтверждаю, что наркодилеры нас на сегодняшний день вербуют в сети интернет на доступных и закрытых каналах, несмотря на возраст. Основная цель – это извлечение выгоды. Вовлечение несовершеннолетних как бы их вообще не пугает. То есть в этом плане какой-то безопасности общества вообще не интересует, но, конечно, это смешно, если об этом говорить. Что касается многоэпизодности преступления, это в большей части у нас способствовало изменению практики последние 2 года, когда вот, всем известно, не вдаваясь в подробности, что каждый эпизод, каждая закладка так называемая, она образует отдельный эпизод. На сегодняшний момент еще окончательная точка, поэтому не поставлена. Что касается вовлеченности детей, если вот за прошлый год взять, в среднем там, да, количественный показатель увеличился, это порядка 38 лиц у нас несовершеннолетних было привлечено к уголовной ответственности, и большая часть их за тяжкие преступления. А годом ранее это была цифра где-то в районе чуть больше 31 ребенок. Самый младший, самый маленький возраст? От 16 лет уголовная ответственность у нас наступает. Так, у вас чуть пораньше, да? К вам уже приходят? У вас С 11 лет. С 11 лет уже к вам приходят. Правонарушение. Да, Эрик Альмирович, вот многоэпизодность, мы сейчас говорим, тяжело и так далее, и так далее. Насколько вообще все это ломает? И как родителям понять вообще, что жизнь-то, человек испортил себя окончательно? Что после этого? Я вот согласен, кстати, с мнением, то, что действительно, наверное, отношения между родителями и детьми, когда портятся в этом случае, действительно может совершить ребенок преступление, потому что на своей практике неоднократно сталкивался. То есть благополучная семья, нормальные вроде все отношения, деньги есть у них, нет, почему-то ребенок начинает совершать какие-то противоправные действия. По поводу наркотиков и других преступлений, я еще раз повторюсь, нужно детям донести. Вот дети, они понимают, что ответственность есть, например, за наркотики. Все знают, что дают там 9-10 лет. Но они думают, что это вот позанимаюсь, сейчас брошу. То есть нужно показать на чаше весов. Вот 5000 рублей и 9 лет заключения, да? Как минимум, да. То есть сколько он может на примерах показать. Вот человек там несколько месяцев что-то работал, пытался там. Они же как попадают туда? Сейчас же даже дошло до того, что вот мне доверители рассказывают. То есть там чат-бот есть в Телеграме. Нажимаешь кнопочки там. Хочешь, работаешь, хочешь, значит, там просто заберешь где-то закладку. До такого уже дошло. То есть как работа.ру, да? Да, там только осталось оставить там свое мнение положительно, там оценку поставить этого чат-бота. Но я говорю, до этого доходит. Поэтому детям нужно донести, что, как говорит вот сотрудник наш, он говорит же, что каждая закладка это эпизод. Они этого не понимают, они это не знают. Они думают, что вот он занимается, и это одно преступление. Это не так. Все правильно. То есть каждая закладка это отдельный эпизод, каждый полученный который все это дело в конечном итоге отягощает. Складывается, конечно. И все потом к вам, да, вот получается. Вот вы говорите, сейчас 11 лет к вам, самый младшенький. За что, с чем? И вот сейчас тоже говорим, благополучные семьи. Благополучная семья, что там было? Вот если, в принципе, вот проанализировать. Сначала на вопрос «за что?». Да. Более 40% это наша статья, распространенная 158, это кражи. Далее на втором месте идут угоны, автоугоны. На третьем месте сейчас вышли все, что связано с наркотиками, хранение, распространение. И на грабежи и мошенничество появилось сейчас, последние 2 года, на 5-й Вы хорошо отражаете статистику МВД, да? То есть, в общем-то, мы понимаем. Да, мы как бы в одном ключе. Семьи откуда приходят? 11 лет, 12 эпизодов кражи. Ребенок ворует в магазине не шоколадки, памперсы и детское питание. И полиция понимает, почему он это делает, потому что семья находится в социально неблагополучном состоянии, и родители то, что имеют больше на алкоголь, тратят, а ребенка заставляют идти в магазин и воровать такие вещи. Шоколадки он себе не брал ни разу. Мы приняли этого ребенка, у него ручки как веточки. Он не понимал первое время, что можно есть 5 раз в день, что это нормально. Или велосипеды. Велосипеды, вот 14 эпизодов кражи велосипедов. Как правило, если говорить о семье, на втором месте в нарушении отношений это семьи, которые находятся или находились в состоянии развода.
Это вот подавляющее большинство, потому что анализ проводим вот прям с первого момента, как ребенок поступает, пока родители разводились и выясняли отношения, делили имущество, он хлопнул дверью и ушел на улицу. И вот там наступает тот момент, на какой сайт он зайдет, да? С какими друзьями он пойдет. Как будет привлекать внимание, требовать внимания. Да, к ну себе. спусковым крючком стало отношения в семье и вот период развода. Есть полные семьи, как вы говорили, вроде бы все есть и достаток есть, да? Не разговариваем с ребенком, не разговариваем. Купили телефон самой последней модели, одет. Вечером все приходят, все в телефонах. И все в телефоне, Вся семья. или загруженные работой родители. Ребенка никто на ночь не целует. Это нормально, это даже в 15 лет нормально мальчика поцеловать. Сказать: сынок, спокойной ночи. И разбудить поцелуем. Так психологи говорят, что если ребенок проснулся не от будильника, а от прикосновений, тактильная любовь, ее никто не отменял. Вот задайте вопрос, зрители, которые нас слушают. Можете вы сегодня к 14-15-летнему сыну подойти и обнять его? Как он отреагирует на это? Если он вас не оттолкнул, значит, вы поддерживаете. Связь есть. И можно транслировать все то, что хорошо, и то, что плохо. Хорошо, очень интересная, конечно, история. И вот про 11-летнего мальчика отдельно. Так, да. Там немножко другие, наверное, моменты, и совсем не воспитательные в этой ситуации. Да. Здесь больше жаль, наверное, чем... И там нужно помогать им, понимать, что сколько семей, в принципе, Да. в такой ситуации где-то есть. Эльдар Гизманович, у вас какая статистика, что у вас происходит? Ну, у нас, как я представитель уголовно-исполнительной инспекции, у нас без изоляции от общества осужденные стоят на учете. И подавляющее большинство у нас за кражи. В принципе, это очень актуально, не могу не согласиться с предыдущим оратором. Кражи, магазины, все стандартно, как и везде. За наркотики у нас уже чисто домашний арест, потому что по статистике им всем дают лишение свободы по итогу. И большинство несовершеннолетних, мы тоже делали анализ, это все неполные семьи или семьи, находящиеся в социально опасном положении, с кем надо работать, чтобы не было рецидива преступлений, повторных преступлений. Это наша основная цель. То есть, в общем, в любом случае в зоне риска семья, да, мы сейчас, вот родительский комитет. Насколько, вот, да, сейчас просто вот ваша статистика, насколько сегодня из всего лицея в жизнь школы, в жизнь класса, какой процент родителей вовлечен вообще? Ой, То есть, если человек дома не вовлечен, то в школе он там тем более, да, я думаю, там параллели. Есть такая печальная тенденция, что очень небольшой процент родителей участвует в жизни ребенка, тем более в школе. Хорошо, если дома там занимаются там каким-то, полчаса вечером уделяют беседе, разговорам за чашкой чая, за ужином. Это уже было бы хорошо. В жизни лицея, конечно, вот от учебного образования, от образовательного учреждения много зависит, от руководства. Допустим, в нашем лицее в течение года проводятся и формальные, и неформальные мероприятия, где мы можем там, родители собираемся в субботу, в последнюю субботу осени и сажаем деревья. Какой процент родителей приходит? Это очень небольшой. 20? Это даже меньше. 10-15. Это же тоже, в принципе, показатель, да? То есть школа – это основное место пребывания твоего ребенка на данный момент. Еще мы уже как-то обсуждали эту тему в нашей же программе о том, что вот сейчас Павел Александрович сказал, что через интернет, да, закладки и так далее, и так далее. В принципе, что сегодня, каким образом мы можем контролировать информационную среду? Что для этого делается? То есть у вас понятно, что поздно контролировать, да? То есть, а что происходит с теми, кто... Вот каким образом контролируете? Вот вы контролируете хорошо информационную среду Своих ребенка? детей? Конечно, обязательно нужно, по крайней мере, это проговариваешь с ними, разговариваешь, спрашиваешь, чем ты сейчас занимаешься в телефоне, что ты делаешь. Я думаю, что они у меня ничем негативным не занимаются, никакие сайты не посещают. Я в этом уверен полностью, потому что и за компьютером, когда сидят, просматривают, чем занимаются, иногда вместе садимся. А в целом, да, действительно, в семьях сейчас и нагрузка большая же, по работе у родителей большая нагрузка. То есть детям не уделяется должного внимания. И, конечно же, вечером с этими гаджетами каждый сидит отдельно. Все, если только какие-то настольные игры. Ну, проконтролировать фактически невозможно, да? А надо контролировать, Надежда Петровна? Надо.
Безусловно. Вот вы как надо. бабушка, как мама, как Да, говорится. Вот да. а каким образом контролируется? Отнять телефон и сказать, да, я посмотрю? Нет. Я хочу опять вернуться. Может быть, я не очень к отношениям, не да? оригинально сегодня, но хочу вам сказать, что любовь и контроль в семье, любовь и контроль. Ну, как И контролировать? если ребенок с 5 лет занят, его отвели, он же хотел везде записаться, но остановился на футболе. И я знаю, что сейчас, 15-й год, и он сидит в телефоне, и я знаю, что он смотрит сейчас Лигу чемпионов. И не отвлекайте его. А если чемпионат мира, это вообще не подходите. Он наизусть знает все команды, всех футболистов, все страны. Мы, кажется, географию именно поэтому изучаем. Я почему про продуктивную занятость? Если в семье, в раннем детстве показали что-то интересное, оно зацепило. Ведь мы все выходим на улицу, но один видит, да, как красиво на улице, а другой ведь видит помойку, над которой мухи летают. Поэтому также кто-то заходит в интернет и ищет то, что ему заложили, и то, что ему надо, что ему интересно. А если интереса нет, я начинаю гулять по интернету, обязательно найду сайт «Как быстро заработать». И наши дети, вот вы напрасно сказали, что с нашими поздно, с нашими не поздно нисколько, потому что вот каждый год уходит 53, 52 человека, и если один, не дай бог, два совершит повторное преступление из новичков, то это мы плохо сработали. Есть года, когда ни один из выпускников не совершает повторного преступления, потому что вот именно здесь, вот находясь в продуктивной среде, Увлекли. он выбрал, да, любимое занятие. И вот сегодня они почистили, по-моему, вместе с экологами республики все озера, которые есть на территории Республики Татарстан. Они уже защитили проект. Они принесли 3 миллиона 600 грант в учреждение. Они выиграли путевку, в Артек съездили. В этом году только 8 человек, кто в Артеке, кто в Орленке. Ему показали... Ему что показали, есть что жизнь, другие увлечения, есть да? интересная жизнь, и попробуй. Поэтому, я считаю, что, во-первых, никогда не поздно, а во-вторых, контролировать надо. Но если вы увлекли своего ребенка с детства, вы можете быть уверены, что ему не интересен будет иной отрицательный мир, да? иной мир. Павел Александрович, а вот часто общаетесь с родителями потом? При знакомстве, точнее. Начинаем общаться уже, как говорится, с фигурантами наших задержаний уже с момента задержания, естественно, совместно с сотрудниками ПДН, потому что у нас единственный уполномоченный орган, который занимается службой непосредственно с правонарушениями со стороны несовершеннолетних. Каждый родитель по-разному относится. В большей степени, некоторые пытаются оправдать, это неправда, вы наговариваете, когда показываешь факты, расстроены, естественно, никто не верит до последнего в тяжесть преступлений, проступка своего ребенка. Последний случай, буквально на днях, мама просто приехала и дала серьезную пощечину, сказала, чуть ли не ты мне больше не ребенок. То есть, понятно, что это было первые ее эмоции. Потому что никак не ожидала, что ее воспитание позволило, как говорится, в дальнейшем создать, как было сказано, ту среду создала, что совершает ребенок не преступление. Но тут опять-таки тяга к деньгам непосредственно была. Но вот в этой ситуации родители вообще знают об ответственности? Родители полностью все знают, да. Они понимают, и все родители абсолютно все не знали, чем занимается ребенок, естественно. Они не обращали внимания, опять-таки, занятость добывает определенное финансовое благополучие семьи, составляет и так далее. Но ребенок остается бесконтрольным. Поэтому контроль, опять-таки, контроль, это не тотальный контроль, который где-то куда-то что-то делаешь. Чтобы ребенок сбежал, наоборот, от этого тотального элементарное контроля. понимание на сегодняшний, здесь, сейчас, понимание, чем занимается ребенок, у тебя какие увлечения, какую музыку слушать, каким художеством занимается, какие секции элементарно ходят, потому что многие родители даже этого не знают. Вы говорите, в школу не ходят на субботники. То есть, если даже это не знают. Галина Маргариевна, на ваш взгляд, что чаще всего говорят родители? Какие попадались? То есть, понятно, что, наверное, в большей степени 100% родителей вообще не хотят в это верить. Понятно одно, да? То есть, принимать сам факт. Да, то есть они до конца верят, что ребенок окажется безнаказанным. Глупость, да, простите, да? Вот то, что они не осознают, что ребенка за это ожидает реальный срок. То есть они до конца не верят им, скажем так, до конца.
Ну, защищать своего Защищать, ребенка, наверное, да, защищать это своего нормальная ребенка. Это история нормально. родительская, Это да, она нормально. правильная в этой ситуации. Это Эрик Альмирович, нормально. еще вот такой вопрос в этой ситуации. Ну, раз вот родители, ну, может быть, знают про ответственность, но с ребенком об этом не разговаривают, так далее, так далее. В принципе, с чем с юридической точки зрения отличается взрослая подростковая преступность, да, какую оценку дают? Что грозит родителям, если их ребенок совершил преступление? Вот какие-то позиции проговорите, пожалуйста. Чтобы мама и папа понимали, что не только ребенку нести Я могу ответственность сказать, в конечном итоге. Родители, в любом случае, несовершеннолетний ребенок или просто ребенок уже взрослый, они в любом случае всегда говорят, что мой ребенок не виноват, он не мог этого сделать. То есть все своих детей любят. Ну и, конечно же, все всегда считают, что именно вокруг его ребенка скопилось каких-то плохие люди. Кто-то Ну вот его виновата подтолкнул. школа, виновата улица, Нет, да, то мало есть все того, вокруг. многие считают даже, что кто-то специально так подставили сотрудники полиции, значит, охотились специально за ним зачем-то. Я им все время вроде объясняю, что вокруг вашего ребенка же мир не крутится, и вокруг меня, и вокруг другого человека. То есть такая ситуация просто получилась, что вот сотрудники оказались там, и поэтому он задержан. Но каждый, и родители, то есть несовершеннолетних, и взрослых детей, они в любом случае все считают, что их дети невиновны. Абсолютно. Но с юридической точки зрения, за что можно привлечь родителя, в том числе, если ребенок совершил преступление, правонарушение? Нет, родители никак не привлечешь к уголовной ответственности, только за вовлечение несовершеннолетних в другое преступление, это совсем другое. Родителям за это только... То есть у родителей привлечь. только моральная Родители- ответственность, я правильно понимаю? Конечно, да, конечно. Ну, могут представление куда-то сотрудники полиции отправить, на работу, может быть, в школу, если считают, что школа повлияла на совершение преступления. А в целом только вовлечение несовершеннолетнего, то есть там и педагоги к этой категории относятся, и родители, то есть те, кто А воспитывает. нужна вот эта ответственность более серьезная? Конечно, безусловно. Я считаю, что нужна. Что нужно, Надежда Петровна? То есть что нужно? То есть родители так получают некую моральную оценку самого себя, да, когда ребенок оказывается вот, либо у Павла Александровича, либо уже у вас. То есть человек уже, семья уже несет ответственность за это. Что еще надо? Это какой-то воспитательный момент, чтобы вместе с ребенком, потому что это двойная какая-то нагрузка, ответственность. Я однозначно даже не отвечу. Вот у меня есть такой принцип, да, когда дети поступают, я не читаю их личных дел сама. Мне очень мешает. Я показываю белый лист и говорю, все, сегодня ты прибыл в Раевское училище. Чтобы не иметь оценочное Да, суждение. потому что я знаю, ничего хорошего в твоем личном деле ни КДН, ни ПДН, ни школа не написала. Поэтому социальные педагоги, психологи, медики пусть работают. Я нет. Все, у нас началась новая жизнь. И проходит месяц-два, ребенок начинает ценить тех родителей, от которых убегал, тех, на которых обижался на суде, что они дали согласие отправить в учреждение закрытого типа. Начинается, и когда через 3 месяца мама в слезах звонит и говорит, вы знаете, он с начальной школы не называл меня мамой. Ну, понятно, она молодая, она устраивала свою личную жизнь, она меняла партнеров. Естественно, эпитеты у ребенка были только такие в отношении нее. Через 4 месяца он позвонил и сказал, мам, здравствуй, я так соскучился. Ну вот эта среда, когда ты оторван от родителей, ты можешь на расстоянии, это не только когда ты мне посылку пришлешь, мама, соберешь, но вот это общение. Мы даже ездим иногда к родителям, которые находятся в местах лишения свободы. Мы ездим с ребенком туда, чтобы эта связь тоже не прерывалась. Но с другой стороны, неправильно это. Ребенок за свои нарушения и преступления отвечает, а родители, ну, морально, да, их с ребенком, там, скажем, к нам на 3 года разлучили. Но ведь некоторые говорят, мы вам доплатим, пусть он еще у вас поживет. Даже такие истории? Даже такие родители есть. Поэтому я считаю, что вот здесь какой-то провал у нас. Что родители не несут никакой юридической ответственности. Как сказал мне один родитель, мы же к вам в школу привели ребенка, научите читать, писать и считать. А воспитывать его буду я. Я его за что наказываю? Не за то, что он кнопки в лифте сжег, а за то, что он попался. С кем работать? Да? С родителем. В этой ситуации с родителем. Вот в этой ситуации, на ваш взгляд, все-таки родители должны нести определенную ответственность? Вообще все беды идут, получается, от неправильно выстроенного треугольника. Мать, отец, ребенок. Если кто-то не выполняет свою роль, то ребенок уже начинает болтаться. Ищет свое место. Да, выходит из треугольника, и он становится кем угодно, но только не сыну или дочерью, какой он должен быть, каким должен быть.
Вот, да, я поддерживаю все эти тезисы, что все-таки Родитель. и отец, и мать должны нести ответственность в конечном. У меня, конечно, в этой ситуации очень много вопросов по поводу вашей последней истории. То есть, если ребенок не называл маму мамой, Да. то есть школа-то должна была уже где-то знать. У нас где-то провал вот на каком-то Да, том моменте, да. когда вообще все это происходит, пока Надо. последствия не наступили. Да? Об этом поговорим после рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Точка опоры». Говорим сегодня о подростковой преступности. Рост идет по ряду направлений. Вот, Гулисан Гаязовна, мы сейчас вот говорили, что на каком-то этапе вот провал, да, то есть вот происходит вроде бы как-то вот благополучно, но вдруг совершается преступление, вдруг попадает вот в специализированные учреждения, да, в которые не хотелось бы, чтобы попадали дети. На каком этапе вы видите, где провал? Я даже сейчас, может быть, мне кажется, сложно с вашей профессией, с вашей должностью об этом говорить. Каким образом вы сейчас отслеживаете благополучие в семье? И если вот мама ищет тут вот дополнительных ухажеров бесконечно, а мальчик не называет маму мамой, насколько вам это вообще, в принципе, сложно узнать? Владеете ли вы этой информацией? От кого она должна поступать? Кто ее должен сообщить? Насколько каждый день вы в состоянии посещать подопечных? Это, я так понимаю, в основном те, кто стоят на учете, да? Да, ну в основном информация, вот не зря вот вы спросили в самом начале, вот УП и ПДН, да, участковый и ПДН мы взаимосвязаны. Конечно же, вот и участковый, и ПДН мы работаем на участках, не только участковые, и другие службы, конечно, тоже от них получаем информацию. Но я думаю, что в первую очередь информация у нас поступает с образовательных организаций, здравоохранения и с других субъектов, скажем так, субъектов профилактики. Ну, в основном и при работе с гражданами. Ну, если соседи только пожалуются, если вдруг, да, останутся неравнодушными. Школа, если захочет раскрыть какую-то информацию, хотя не очень иногда хочется. Не всегда участковый может узнать, сколько у мамы ухажеров или сколько у папы дам в этой ситуации навещающих. То есть все равно, что надо-то, на каком этапе? Вот, Надежда Петровна, вот создать отдельное ведомство, я не знаю, но так нет. Что? Нет, взывать к человеческой совести? К человеческому облику? К чему? Что? Ну, если формула коммунизма, в мою молодость мы изучали коммунизм исторический, там было так: каждый на своем рабочем месте как надо, и коммунизм наступит. Каждый на своем рабочем месте. И нас достаточно много ведь, да, кто занимается вот этим ребенком. Детский сад, семья, воспитатель, школа, тренер, социальные службы, инспектор, который вечером ходит, раз увидел его поздно вечером на улице, два увидел, если он ходит по территории, да, школа, которая видит, что ребенок пропускает занятия, тоже к своему участковому. Либо неопрятно одеты, Да, изменились да. по оценкам. Там Если, ну это же явно. Или это только вот в фильмах показывают, что такие участковые ходят, все семьи знают. Вот, может быть, я прошу прощения, я очень тепло отношусь Нет, к своим понятно, партнерам. что здесь за каждым Но и так далее, но школа они равнодушие видит. скорее. Я не знаю, есть ли сейчас, я как бы вот 16 лет как выпала из этой сферы образования в воспитательном процессе. Всегда до 15 сентября проводилась так называемая операция «Быт», когда классный руководитель должен был в течение вот этого месяца посетить, это значит позвонить и спросить: вам удобно, если я зайду в такой-то день с вами чаю попить? Потому что если она пришла и присела, и посмотрела, она многое увидит. Поэтому если школа вот в этой части сработает... Продолжает срабатывать? Да, потому что вот сейчас есть ребенок у нас, у него тяжкая статья, но совершил он убийство в результате многолетнего буллинга. Он начался, вот когда сейчас начали разбираться, и родители разбираются, благополучная семья, с детского сада. И нянечки, которых сейчас вот тоже опрашивают, говорят, что он подвергался этому на протяжении нескольких лет в садике. Эти же дети по микрорайону пришли в школу, это продолжалось в школе. Поэтому То есть здесь не надо нам все-таки- никаких ведомств, мы просто все, каждый на своем рабочем как месте. надо, да? Да, будем работать. В этой Родитель родителям будет работать, инспектор, учитель учителям, ну... Эльдар Газимович, а вот ваша служба на каком этапе подключается? И вот, а у вас какие формы, методы контроля воспитания? И вы же там еще как-то продолжаете? Ну, да, Точнее, да. у вас там последняя роль, наверное, чтобы вы
человек вышел уже созревшим, Созревшим, переформатированным, да. преступления повторные. Ну, после постановки на учет мы с органами профилактики, это с ПДН, в частности, уж в основном работаем, посещаем по месту жительства всех несовершеннолетних, которые стоят на учете. Совместные рейды у нас. Летний период, там операция «Подросток», опять же, вы уже, наверное, знаете. Да. Вот. Ну и плюс огромная кропотливая работа у нас проводится, профилактика. Посещение театров, музеев. То есть прям вводите? Прям вводим их. Хоккейные матчи, Акбарс посещаем. Форсаж вот посетили. Там была встреча как раз с хоккеистами. Церкви, мечети. Мечеть Ердам, наш УФСИН взаимодействует. Какой процент потом, в принципе, возвращается в нормальную жизнь и может существовать в этой жизни? В большинстве своем 90% несовершеннолетних, которые стояли на учете, они обратно не возвращаются. Не было такого, чтобы прям возвращались они. Вот. Можно сказать так. Вот Эрик Альмирович в начале программы сказал, что в школу надо ходить и пугать, да, там детские лагеря. Это я утрирую, но примерно так это прозвучало. Вот как часто, в принципе, вот, Павел Александрович, ходите в школы? Да, конечно. Вот как часто ходите? А вообще тоже пугаете? Взываете к чему? То есть вот каким образом вы с родителями разговариваете или с детьми? Ну, у нас несколько форм. Непосредственно сотрудниками подразделения наркоконтроля, понятно, у нас, исходя из названия, это борьба больше. Но мы являемся и координаторами, и организаторами профилактической работы. Непосредственно сами участвуем. Мы работаем как непосредственно с детьми, так и с родителями. Совместно с Министерством образования у нас не реже 2 раза в год проводится республиканский всеобуч. Это интернет-контент с родителями в режиме онлайн. Проводим определенные, так скажем, доводим до них страшилки в отношении детей и как уберечь, как контролировать, в том числе и по линии наркотиков, ГИБДД и других правоохранительных органов. То есть это стандартно бывает в мае перед длинными каникулами, в начале учебного года, чтобы немножко освежить знания. Ну и так далее. А также проходят все различные профилактические мероприятия. Мы охотно участвуем и поддерживаем различные движения, которые Министерство образования курирует, так называемые у нас очень Может, массовые. когда вот движения какие-то поддерживаем, это, как правило, дети, которые... они уже увлечены, им уже хорошо. Увлечены, да. Да, им уже хорошо. А вот тем, которым плохо. Те, которым плохо, да, отношение к... немножко вопрос другой стоял, с кем мы работаем. Тем, которых плохо, мы изучаем, смотрим. Максимально, то есть цель любого движения — вовлечь всех невовлеченных. Вот смотрите, когда, те, которые не на охвачены, мой взгляд, вот приходит человек, главный там по борьбе с наркотиками, родителям все, это меня не коснется никогда, да? Вот пришел, пусть сейчас вот я должна послушать и так далее. Насколько вы видите реальную, нормальную реакцию родителя, что он понимает, вот то, что вы сейчас ему рассказываете, что, в принципе, это его может коснуться, либо что ему нужно определенные условия отношений с ребенком пересмотреть, чтобы этого не допустить. Вот есть реальный интерес от родителей с тем, что вы приходите? Родителям, все родители, они слышат так, как хотят услышать. То есть есть электронная часть, не слышат, но многие. Использовали такие формы, трэш-фильмы, так скажем, да, когда реальная судьба ребенка рассказывалась. Это маленький клип на 2 минуты, и как она была вовлечена, и какой срок реально. То есть она уже сидит там в детской колонии, там чуть ли не там, больше 10-летним сроком, там поменьше немножко, но, однако, от первого лица рассказывает, как это все произошло. Вот этот фильм, да, действительно реально задел многих. Нет, это хорошо, тем более 2-минутные ролики, которые сегодня люди в состоянии усваивать быстро, это не нравоучительные фильмы. Но опять, вы встречаетесь с родителями, которые заинтересованы, которые приходят на субботники, которые помогают, которые изначально вовлечены в жизнь детей. Но и там, я не думаю, те родители, которые из неблагополучных семей, которые заняты, я опять сегодня Надежду Петровну цитирую, да, которые заняты тут сменой мужчины очередного, что, в принципе, она придет в школу. Вот что еще надо? То есть вот мы все говорим, что профилактика, а вот в чем она заключается? Конечно, здорово, что мы ходим. Возможно, какие-то формы другие нужны. Есть какие-то версии, Эрик? Во-первых, так прекрасно, что у нас такие грамотные и заинтересованные, увлеченные люди работают в центре, где как раз несовершеннолетние. Но для меня это была новая, интересная информация. Спасибо. И очень интересная информация была о том, что они туда очень крайне редко возвращаются. Это была тоже очень хорошая информация. И в целом, конечно же,
Ну, в этом учреждении уже перевоспитывать после совершения правонарушения. Да, так, нам бы не допустить до. Вот что я же еще об этом нужно говорю. Вы сделать? говорите, я напугать хотел. Я не напугать хотел детей. Я хотел, чтобы, вот, к примеру, там есть урок, у каждого класса есть урок разговора важный. Там чего только не обсуждают, что только не обсуждают. Но можно же хотя бы раз в месяц на этом уроке или раз в неделю ввести какую-то тему именно касающиеся преступлений. Не нужно детей пугать, нужно на примерах рассказать, вот что человек сделал, и что он за это получил. За 2 минуты, что произошло с ребенком. Они ведь не знают, они не понимают, что вот что-то они могут там украсть или еще что-то, их за это могут посадить. Они думают, что это, ну, может быть, где-то правонарушение, может быть, что-то нельзя. Нужно показать на примере, чем это заканчивается. И, конечно же, тогда дети, я думаю, перестанут этим заниматься. Что еще из профилактики, Марат Радович, на ваш взгляд? Вот тут, Ну, мне слово кажется, такое, все объявляют, такое, вот, мне кажется, оно всегда, мы его используем, когда нечего сказать, да, профилактика должна быть. То есть мне просто как журналисту эту ситуацию хочется видеть. А из чего она состоит? Вот Павел Александрович говорит, в школу идем, ходим к родителям, с учениками встречаемся, с участковыми работают, совместно работают, отслеживают, вы там перевоспитываете и так далее, и так далее. Но что еще? Ну, вот там уже не то, что поздно, да, там нужно по-другому уже подходить, и человек уже сломался на определенном этапе. Что еще надо? Я знаю, курсы для мам и пап. Есть курсы, тем более сейчас, на любой вкус и цвет. Онлайн-обучение для всех желающих. Интернет, он же несет не только зло. Там есть очень много хорошего, очень много возможностей открывается для всех. И для взрослых, и для детей. Было бы желание, да. Да, надо, чтобы он пожелал. И в целом, наверное, нужно нам стремиться всеми, каждым на своем месте, опять же, поднимать общий уровень культуры, уровень воспитания, моральные какие-то ориентиры нужно выдерживать перед старшим, перед младшими, всегда стремиться вот Ну, то есть такие традиционные ценности, о чем мы сегодня говорим. без этого, да? мне кажется, мы не решим эту задачу. И, во-вторых, вот телевидение, опять же, нельзя обойти вниманием вот эти вот сериалы, которые часто крутятся, особенно про наш город сняли, очень задевающий лично меня, вот, потому что Казань — это прекрасный город, уже не только в России, но и в мире уже знают. Ну, тут уже сняли, показали, все прошло. да. Я не знаю, какой процент мы там с чего получим, как это отражается на сводках. Я не думаю, что там какие-то особые параллели реально есть. Но это реалии, да? Тем не менее, да, это тоже создает определенную почву, как мне кажется. То есть все-таки популяризирует, идеализирует и героизирует некие... Вообще, то, что перед детьми проскакивают вот эти картинки, именно с таким содержанием, это уже... это уже негатив, да? Да, мы и так живем в условиях очень большого информационного прессинга. И телевизор, интернет, радио, со всех каналов информации идет больше агрессии, чем даже В общем, нужно нести 10-20 позитив, лет назад. я так поняла. Мне кажется, да. Одно из серьезных тоже из профилактики, это была психологическая поддержка. Есть анонимные телефоны, да, анонимные психологи, специальные центры присутствуют и так далее. Вот, Надежда Петровна, много ли ваших воспитанников пользовались консультацией психолога? Давайте так. Которые находятся... Да. Ой, они в очередь записываются к психологу? Сейчас. Да. То есть, а до этого вообще они с кем разговаривали? Они, в принципе, знали, что это такое? Может быть, как-то Старший друг расширять был. психологическую поддержку, может быть, нужно больше? И не один психолог на 1000 учеников в школе должен быть? Да, согласна. Потому что вот сейчас, оказавшись уже постфактум в учреждении закрытого типа, ребенок понимает. Ну, во-первых, позвольте, я очень боюсь выглядеть прям как назидательная учительница. Но вот, к слову, профилактика. Вот все, что вы говорите, говорить, вербальные формы, беседы, это все работает только в начальной школе. Потому что там основной вид деятельности слушать. Учительница самая грамотная, первая, самая лучшая. Ну, пример для подражания. Да, наступает подростковый возраст, там включается критическое мышление. И все, что вы говорите, это еще надо у друзей спросить. Поэтому вот здесь с 11-12 лет основная профилактика – это совместная деятельность. Только деятельность может. Вот мы классом, с родителями, с родительским комитетом делаем сейчас, говорите вы, в своей гимназии или школе, мы делаем с вами баннер социальной рекламы. И если он будет успешный, он появится на улицах Казани. Какая тема волнует? Петечка наш попался
на закладке, и ему грозит. Тут дети, надо придумать такую социальную рекламу. Чтобы не один Петя Да, больше. да, мы и ему поможем, поддержим его, и других детей, может быть, от этого убережем. И они ее делают. И потом родители ищут средства, возможности и размещают ее. Сколько роликов можно сделать? Они же выкладывают всякую ерунду. Как я ем вкусно конфетку, да, какая у меня заколка. Нужны теперь же конкурсы на популяризацию, да. на социальная реклама, на Делаем изготовление, социальный размещение. ролик всем классам. Против чего? Вот против этой беды, Причем которую... делаются достаточно в модных трендах, да, Да, со всеми вместе с блогерскими. родителями, со старшими братьями. Дело, профилактика в подростковом возрасте – это только деятельность. Ваши слова, наши слова. Уже никто просто так, а родителям, как мы надоели родителям со своими нравоучениями. Поэтому втягиваем их в созидательный процесс. Рядом с своим ребенком. Рисуют, пишут, снимают, фотографируют. Хорошо. Еще один момент такой, вот, чтобы для родителей в качестве совета. Вообще криминальные наклонности. Ну, условно говоря, да, это вообще рождается человек с криминальными наклонностями. У нас есть, конечно, ряд исследований, да, когда говорят, что даже визуально мы понимаем, что это будущий преступник. Но, в принципе, как увидеть некие склонности, наклонности, некоторые изменения в поведении ребенка? Вот на что вы всегда обращаете внимание? Ирек Альмирович. Я могу только свою точку зрения сказать, что я считаю, что генами, конечно, многое передается. Но не говорит о том, что сын преступника должен быть преступником. То есть, зная, что передается с генами, значит, внимание должно быть больше. О другом хотелось бы тоже сказать, что по поводу родителей был здесь разговор, что нужно их там наказывать, еще что-то. Я думаю, что не стоит наказывать родителей, тем более вводить какую-то уголовную ответственность за то, что ребенка не досмотрели. Тогда они всей семьей будут судимы. Никакого смысла это не имеет. Поэтому здесь немножко это другой, конечно, вопрос. Хорошо. Про криминальные наклонности, пожалуйста, Галюсян Нургаевна. На ваш взгляд, вот как-то это вообще есть? Это просто приобретает? Или как увидеть, что что-то с ребенком криминально не так? Вот давайте так. Психологически мы понимаем. Но вот с буллингом, кстати, история, там не заметить было невозможно. Да. Это нужно было просто всем открыто закрывать глаза. Да. От учителя, директора, воспитателя и еще что-то. На что обращать внимание, чем себя выдает ребенок, что что-то у него в этой жизни не складывается и встал на какой-то неправильный путь? Но опять-таки я скажу, что мы на самом деле тесно работаем со школами, то есть именно вот в школах в первую очередь педагоги как бы уже выявляют, а мы уже непосредственно, когда вот работаем с нашими подучетными, то есть смотрим, с кем он общается, кто у него друзья, и потом уже как бы чем они заняты, то есть вообще смотрим. Но вы там пытаетесь уже не допустить, хотя у вас уже на учете стоят. То есть там уже звоночки-то тревожные. Да. А вот в школах, например, обращаемся равно на посещаемость. То есть мы же там как бы информация к нам поступает. Например, ребенок часто начал пропускать занятия, что вы в уроки. этой ситуации делаете? Да, то есть что там? То есть мы проверяем. То есть вы идете домой? Мы идем домой, да, и проверяем. Узнаем причину. В чем причина? Возможно, ребенок заболел. То есть и такое бывает. Сколько ребенок должен просто пропустить, так вот, для статистики, не приходить в школу, чтобы вы пришли и начали проверять? Это, естественно, пропуски без причины, то есть без справок. Например, школа уж там 16 уроков, допустим. Это примерно я скажу. Но все равно такой приличный период для того, чтобы за это время можно совершить все, Надежда Петровна, мне кажется. Павел Александрович, на ваш взгляд, вот есть у детей какие-то вот эти наклонности или нет? Вот на что даже с теми наркотиками обратить внимание, вот даже сейчас родителям. Если ребенок что? Нужно забить тревогу. С точки зрения, если передается там на генном уровне, я не совсем с этим согласен, Да. потому что у нас криминалистическая история, она довольно-таки глубокая, больше 200 лет. Там пытались портрет преступника, убийцы создать, и ничего к этому продуктивно не произошло, это утопия. Говорить про среду, как среду обитания, да, действительно, да, наклонности они есть. Если так называемая у нас есть условность, как маргинальная среда, То есть ты постоянно маргинальная живешь в мусорном контейнере, да? То есть у ребенка с раннего рождения формируется уже образ, что это нормально, и он по-другому не видит. Понятно, но это с раннего прямо рождения. Формируется также среда и общение с подростками, своими сверстниками и так далее. И говорить, что вот наркопреступление совершил то или иное лицо, и оно уже предрасположено здесь сейчас и через полгода совершить нельзя. Потому что любое преступление, оно ментально, оно мгновенно. И он к этому очень редко, которые идут, обычно с склонностями там уже с медициной, так скажем, с медицинскими ограничениями. Понятно, да? Хорошо. Смотрите, как проголосовали телезрители.
телезрители сошлись с интернет-аудиторией. 55% обстановка в семье, причина роста подростковой преступности, 36% влияние улицы и 7% виновата школа. Кстати, вот школу за телезрителей обвинили меньше всего, хотя мы понимаем, что вообще ответственность на всем, да, то есть если правильно, то нужно разделить там по 33,3. Чтобы, ну, по идее, ответственность везде. Меньше 4 минут до конца программы. Мне хотелось, чтобы вот сейчас каждый коротко, в 2 там буквально предложениях, как уберечь детей от противоправных действий. Эльдар Газинович, не знаю, там главный совет родителям. Главный совет родителям всегда разговаривать с детьми, обращать внимание на их криминальные наклонности, скажем так, это хотел добавить. Это сразу видно, общение, жаргон, одежда, как начинает одеваться ребенок, с кем он общается. То есть есть визуальные такие моменты? Визуальные, которые... это, конечно, есть. И в первую очередь надо на это внимание обращать, потому что... В первую очередь нас надо было спрашивать, потому что большинство, кто состоит на учете, они к нам приходят, мы знаем их. И на это, ну, мой совет это на же это потом обращать родителю внимание. сложно все это признать, подумать, что сейчас обращусь в милицию, участковый меня поставит на учет. Это не каждый родитель еще готов увидеть в этом ребенке, признать и идти с просьбой, то есть хотя бы к психологу в этой ситуации. Надежда Петровна, на ваш взгляд, что надо делать? Любить. Любить детей надо. И контролировать. В младшем школьном возрасте очень системно, в подростковом возрасте опосредованно, но продолжать контролировать. И если вдруг у наших слушателей, зрителей сегодня возникнут вопросы, я просто хочу, чтобы они знали, что в Республике Татарстан есть такой ресурсный центр. То есть это целое учреждение, которому 90 лет, и звонки к нам поступают, и ребенка трудного приводит, мама, можно ли я приеду есть с куда ребенком? обратиться, да? Есть куда обратиться. Центр. И учить, не один на один со своей Да. бедой. Да, Марат Ильич. Мне кажется, если родители обнаружили, что их ребенок слишком гиперактивный, да, в какую-то сторону, нужно вовремя отдавать в спортивные секции, догружать его, выплеск энергии давать в мирное русло, отдавать в кадетские классы, пусть в Суворовское училище поступают, ну, пусть приносит пользу, уже выдавая весь свой темперамент там. Хорошо, Эрик Альмирович. Я считаю, что нужно не потерять связь с ребенком. Вечером родителям все бросить и заниматься только детьми. Убрать хотя бы 30 минут, да, но один на один. Убрать свои гаджеты, телефоны выбросить. Ну и загрузить детей кружками, чтобы у них не было свободного времени для безделия. Бедные дети, иногда прям загрузить. Так, ну, чтобы интересными для них кружками. Давайте так. Максимально зная своего ребенка, понимая его потенциал и интересы, найти для него интересное занятие, где он сможет реализоваться. Гульсан Нургаевна, на ваш взгляд, как уберечь, что надо делать? Вот смотрите, я хочу обратить внимание, что дети, которые остаются бесконтрольными, которых родители не занимаются, чаще становятся на преступный путь. Поэтому больше обращать внимание, действительно, вот родители должны обращать больше внимания на своих детей, контролировать, с кем ребенок общается, куда хочет, чем занимается, и организовать занятия детей. Ну, сейчас Трудовая терапия у всех такая, развлекательная терапия. Павел Александрович. Ну, немножко, как говорится, отойду от правоохранки, мое личное суждение. У нас запрос прошел, там обвинили родители, образование, но все равно человек, у которого есть стержень, он не совершит ни правонарушений, ни преступления. А стержень – это, прежде всего, любовь к родине, помимо семьи, это патриотизм. И на сегодняшний день надо своих детей, своих школьников, учеников все-таки учить, находить достоверный источник информации. К сожалению, сейчас вот этому не учат. Информационная гигиена, да? Так которая должна быть. Именно. Хорошо, я благодарю всех участников за то, что пришли сегодня к нам в гости. Не знаю, родители, надеюсь, услышали что-то полезное. По крайней мере, понимать, что не всегда можно остаться один на один с проблемой. Есть куда обратиться, на самом деле. Не всегда стоит бояться, в том числе правоохранительных органов, если ты хочешь уберечь своего ребенка от дальнейших больших серьезных проблем и сломленной жизни для многих. Благодарю еще раз. Всего доброго. До свидания.